42 ветерана войны в эти дни поправляют здоровье и набираются сил в социально-оздоровительном центре «Максаковка». Соляные пещеры, вихревые массажные ванны и множество других лечебных процедур. А еще развлекательная программа, обучающие мастер-классы, по вечерам бильярд и шахматы. День Победы участники войны встретят там же. Парад, увы, увидят только по телевизору. Александра Головина продолжит. Оздоровительный центр «Максаковка» в канун 9 мая традиционно собирает ветеранов со всей республики. Это обязательный пункт в их насыщенной предпраздничной программе. Впереди большой комплекс процедур для здоровья, ну и, конечно, встреча со старыми товарищами. Вместо орденов – спортивный костюм. Торжественную обстановку сменили соляные пещеры. Таким ветерана Великой Отечественной Николая Рочева мы точно не видели. Николай Акимович в свои 93 поправляет здоровье здесь, в республиканском санатории. Полчаса в соляной пещере равно 3 дня на море, говорят врачи. Дальше по расписанию массаж и обед. Впереди самый важный день в году, а значит и подготовка должна быть соответствующая. Ветераны встретят День Победы вместе, но не на площади, как это обычно бывает, а перед телевизором. После окончания этой войны 45-го года, каждый год тоже проходили. Ни один год не срывалось это дело. Но сейчас вынуждены остерегаться, без этого нельзя. В общем-то, очень хочется выступить перед детьми, а говорят нельзя. А дети это ждут, потому что мы те годы каждую неделю ходили, не один раз, ходили, выступали в школах, в детском саду даже бывали. Всего в коме осталось меньше 100 участников Великой Отечественной и около 2000 тружеников тыла. В санатории «Максаковка» отдыхают и набираются сил 42 человека. Ветераны, узники концлагерей, дети войны и труженики. В день в среднем около 5 процедур. По необходимости узкие специалисты. Для всех желающих работает парикмахер-волонтер. Кормят прекрасно. Такие вежливые все. Все врачи просто от Бога. От Бога врачи. Процедур много. И врачи прямо досконально спрашивают, чем страдаешь, в чем нуждаешься. Массаж, и голенные суставы тебе поправят этим парафином. Вот. И этим вихри. Я говорю, вихри не враждебные. Это в другом месте враждебные, веют над нами. А здесь самое хорошее расположение. И тебя в трубу задвинут какую-то такую интересную. И ты там где-то минут 20 вот в таком состоянии находишься. Забываешь все, что ты пережил, и что тебя ждет и так далее. Только о хорошем вспоминаешь. Да. Вообще нам нужно всегда помнить хорошее. Плохое нам не продлит жизнь. Мастер-классы здесь проводят регулярно. Этот, например, по изготовлению брошей из георгиевских лент. Они в таком, знаете, приподнятом настроении. Несмотря на то, что парад отменили, конечно, все немножко горюют по этому поводу. Но, несмотря на это, они все равно знают, что мы готовим им сюрприз. Очень бы хотелось поблагодарить главу республики Коми как раз то, что во время этой пандемии они смогли организовать и привести к нам именно состав этих людей. Это им очень важно. Сюрпризов ко Дню Победы коллектив оздоровительного учреждения подготовил немало. Помогает и Совет ветеранов, и руководство республики. Полевая кухня и концерт с песнями военных лет обязательный, пусть праздник и пройдет в стенах санатория. И еще один важный пунктик. Традиционную встречу с детьми не позволяет организовать ограничительные меры, поэтому юное поколение заготовило для ветеранов целую пачку писем со словами поддержки, благодарностей и пожеланий. Их вручат адресатам 9 мая. Александра Головина, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.